Не дружи с ней, она татарка. Да, я татарка, но какая я татарка? Я с любовью это все делаю. Прям вот до каждой мелочи, все по любви. То есть даже печенье в форме национальных орнаментов. Конечно, было очень много, кто копировал один в один. Такие маленькие вещички, а такую роль играют в воспитании вот будущего, да, нашего поколения. В последние несколько лет одежда и аксессуары в национальном татарском стиле обретают все большую популярность. Девушки в татарских платьях, вышитых национальными узорами, в колфаках на улицах Казани встречаются не так часто, но мало у кого из татарок нет в шкатулках украшений. Сережек, браслетов, подвесок, брошей, выполненных в форме национальных орнаментов, либо расписанные татарскими узорами. Бренд Резеда Аглиулова известен многим татарским модницам. Именно ее украшения раскупаются не только казанскими девушками, но и модницами из других городов. А сегодня мы в гостях у самой Резеды Аглиуловой и поговорим о том, как создаются татарские украшения и способны ли они помочь воспитать у молодежи любовь к национальной культуре. Резеда, однажды вы говорили о том, что желание создавать национальные украшения появилось потому, что вы родились и выросли вдали от исторической родины, в Тольятти. И все же, кто привил вам любовь к национальной культуре? Ведь в семье должен быть кто-то, кто будет знакомить детей, подрастающее поколение, скажем так, вот с нашей национальной культурой. Моя бабушка. Почему бабушка? По маминой стороне, потому что она занималась вышивкой и вышивала именно растительный татарский орнамент. Тогда я еще не задумывалась, что это вот что-то национальное, а уже сейчас я понимаю, возможно, это вот в подсознании как-то отразилось. А родители почему? Потому что все-таки, когда живешь в русскоязычном городе, ты чувствуешь себя обособленным, и все татары, которые есть вокруг, там, допустим, врач какой-то или еще кто-то, их мало, и они как родственники. Вот, и ты чувствуешь какую-то такую энергетику необъяснимую. Вот, и это как-то все вот отложилось. Плюс, конечно, были такие еще моменты, как, возможно, говорили, не дружи с ней, она татарка. Например, соседи могли так сказать моим подружкам. И, были даже такие случаи? Да, и мне так было обидно, думаю, ну чем же я хуже? А чем же они это объясняли своим детям? Я не знаю, просто она татарка, не дружи с ней, и все, точка. И мне было очень обидно на тот момент, конечно, я родителям не помню, я рассказала или нет, но сейчас я благодарна им, потому что они как-то подчеркнули, да, я татарка, но какая я татарка? Возможно, это какая-то мотивация внутри, вот что-то. А как же все-таки началось вот это вот ваше дело? С чего все началось? Началось все в 2013 году, когда я поступила в художественную школу уже для взрослых. Вот все детство мечтала поступить туда и увидела в магазине художественном уже, когда начала туда ходить, что-то приобретать, увидела деревянные заготовки и поняла, что моя душа тянется к ним. Также изучали хохломскую роспись, подумала, почему бы не расписать нашим татарским орнаментом. И вот пошло-поехало потихонечку. А где же вы изучали татарский орнамент? Интернет, тогда интернет, потому что училась-то опять-таки не в Казани, не в Татарстане, вот, там далеко точно не расскажут о татарском орнаменте. Все в интернете. То есть первые работы, они, конечно, смешные, вот, для меня. Они сохранились какие-то? Да, на балконе у нас лежат. На балконе? Сильно отличаются от того, что здесь представлено? Небо и земля. Но для меня дерево — это тепло. Вот я, конечно, в этом году попробовала работать с металлом, пока я с ним еще не подружилась, но иду к этому. Но дерево — это для меня какой-то вот такой материал, он более теплый, и вот, ну, как-то вот лежит душа, даже не знаю, как объяснить. Плюс мне нравится, конечно, расписывать, то есть одно дело, когда краска касается бумаги, другое дело, когда краска касается дерева, это другие ощущения для меня. Создавать украшения – прибыльное дело? Ну, сейчас, когда уже есть свое местечко, когда уже, скажем так, Инстаграм развиваешь, когда много подписчиков и работать через интернет, конечно, доход увеличился по сравнению с тем, как я работала из дома. Вот. Все-таки имеет быть, наверное, имя, возможно, что вот люди знают, что вот Резеда на много лет занимается, наверное, думаю, хотя не факт. Бренду Резеда Аглиулова 9 лет. За это время
спрос на национальные украшения увеличивается или все-таки на одном уровне идет? Я думаю, увеличивается, потому что я сужу по ярмаркам. Так. Да, то есть вот, например, ежегодная ярмарка Общем-базара. Вот, то есть она тоже говорит о том, что и дизайнеров больше становится, кто применяет татарские мотивы. И, соответственно, спрос. Ну и мой ассортимент растет согласно спросу. Но я думаю, это связано еще с тем, что чем больше начинают одевать, да, то есть, например, вот в Гальскар-Камал приходишь в театр, и ты сразу замечаешь, так, это вот от этого дизайнера, и каждый раз я увижу свое украшение. Возможно, кто-то увидит, кто-то спросит, придет на работу, много учителей, воспитателей берут, то есть как-то вот это, мне кажется, играет роль. Увидел, захотел. Вас узнает? Ну, думаю, да. Бывали такие разные случаи, даже на почту приду, а вы Резеда Аглеева? Я говорю, да. Или там, например, тоже такой интересный случай был. В театрах тоже подходит. График какой у вас. А сколько времени уходит на создание, допустим, одной пары сережек? Не меньше недели. Первое, да, это резко, покраска, потом заливка, плюс ожидание, когда это все застынет, далее шлифовка, далее фурнитура, и потом, получается, компоновать все украшения. Все еще, наверное, зависит от сложности, да, изделия? Да, но в целом вот схема одна, если это деревянное изделие. А вообще это сложно заниматься ремеслом? Создаванием украшений в вашем случае? Для меня нет. Для меня каждый этап создания украшения – это чистый кайф. То есть я с любовью это все делаю. Прям вот до каждых мелочей. Все по любви. Все эти изделия вы создаете сами или у вас есть помощники? Да, вот сейчас появились помощники, но они пока по мелочам, скажем так. Основная работа все равно на мне. Пока только привыкают. Только, да, учатся, скажем так. Не во всех украшениях использую ручную роспись сейчас на данном этапе. Вот, например, вот эти серьги, здесь уже, получается, вручную я их сделала лекала. По ним в иллюстраторе уже, то есть в любом векторном редакторе обводится, придается любой цвет уже, это все на компьютере. И потом уже остальные этапы создания украшений. То есть здесь упрощается ручная работа. Вот среди украшений есть и деревянное, есть еще и из других каких-то интересных материалов. Это стекло, что это? Да, это оргстекло, по-другому еще акрил. Очень похож на пластмассу, как многие замечают. Очень легкие украшения. Допустим, вот эти, да? Покажем. Они с напылением, то есть определенный уход, но в целом служат хорошо. То есть по обратной связи от покупателей хорошие отзывы. Очень приятно, что они легкие. Почти все мои украшения, будь то деревянные или из акрила, они все легкие и приятные в носке. А кто ваши покупатели в основном? Конечно, казанские и татарстанские татарчики. Плюс, конечно, из нашей со всей Российской Федерации. Я каждую неделю хожу на почту. То в Тюмень, то в Самару, то есть в разные уголки разлетаются. Плюс за граница, США, Австралия, Европа вся, Казахстан. Ну, наверное, во все уголки уже отправили. Это наши татарские диаспоры в этих странах? Да, в основном, да, но не все. Вот, например, недавно в Великобританию отправила. Я, конечно, не знаю корни человека, да, но, по-моему, русская девушка приобрела. Резеда, есть ли какое-то правило при выборе украшений? То есть, чем должны руководствоваться девушки, покупая сережки, брошки? Обычно покупатели, которые приходят, они уже знают, что им идет. Конечно, есть правила ношения украшений, которые я стараюсь подсказывать людям. То есть, если круглое лицо, это лучше удлиненные серьги. Если овальное лицо, то можно уже более округлые, допустим, маленькие сережки. Но, опять-таки, это все индивидуально. Нужно смотреть на образ человека. А что вот мне подойдет, например? Ну, например, можно вот такой набор. Он универсальный. Мне почему нравятся зеркальные украшения, потому что их можно в образе с разной одеждой одевать. Желательно с однотонной. Потому что, когда мы выбираем украшения с орнаментом, да, с каким-либо узором, желательно, даже рекомендую, чтобы была однотонная одежда, была. Вот. Чтобы эти украшения сразу бросались. Они будут теряться. То есть, если с орнаментом, значит, нужна одежда однотонная. Да. Так. Ну, вашим вот сейчас, да, ваш образ, я бы вот посоветовала вот это, например. Подходит? Кстати, вот эти именно, они из первых, с которых я начинала, и они вот как раз-таки
по книге Фуат Валиева. Вот это. А вот эти вот серьги, они по мотивам Наиля Кумысникова. С ее разрешения я сделала набор. Вот, кстати, можем посмотреть. Украшения в национальном стиле. Помогут ли они воспитать в подрастающем поколении любовь к национальной культуре? Как вы считаете? Однозначно, да. Потому что если этот вопрос касается именно детей, все равно они смотрят на родители авторитеты, как ни крути, и все равно это впитывается. И очень часто ко мне приходят именно дети и хотят украшения в возрасте 10-12 лет. Кто-то с папой придет, кому-то на выступление, кто-то с мамой. Казалось бы, такие маленькие вещички, да, украшения. У меня мурашки, играют роль, да? А такую роль играют в воспитании вот будущего, да, нашего поколения. Это здорово. А что вот это? Это вот формочки? Это формочки для печенья, да, из экопластика. Это их делает мой муж. Вот это да. То есть даже печенье в форме национальных орнаментов. И сделал он скалку. Вот ее можно, знаете, вот так вот. Сейчас вам покажу. Или вы можете вот это действующая скалка? Да, ее можно вот так вот открутить. Да. И там можно денежки хранить. Это тоже у нас что-то было раньше так делали? Нет, не знаю. Это просто он придумал. Да, и скалки тоже мы А это сувениры или действующие скалки? Это действующие. Это действующие, да. Единственное, в горячей воде мыть нельзя. Просто в холодненькой, тепленькой. И вначале мы сделали с выпуклым узором, потом сделали с вогнутым. И проверили уже на деле, как на тесте, потому что тесто поднимается же в духовке, и узор уходит, если это выпуклое будет. А мы, нет, например, вогнутый, тесто поднялось, вогнутое поднял, ну, все поднимается, узор сглаживается. А вот такая именно действующая скалка, которая сохраняет узор. Потому что если он выпуклый... Это для любого теста подходит? Ну, лучше для печенья. А, это для печенья. Да, я думаю, для балеш... умудряется, да. Тесто для балеша, если, например, раскатать, то, наверное... подождите, но здесь нужно, наверное, только один раз, да, провести этой скалкой? Да, один раз. Свечки? Да, это свечи из пчелиного воска. Ух кстати, ты, тоже... пахнет воском. Да, такой легкий медовый запах. Аромат. Очень вкусно. Мы также придумали с мужем формы. Здесь не все показаны, это вот все, что осталось. Сейчас пока отливаем новые. Очень нравится процесс создания именно свечей. И сейчас, кстати, провожу мастер-классы. Учу людей, как правильно вот свечки заниматься свечами. А чем они отличаются от обычных свечек? Вот такие вот сделанные? Пчелиный воск очень полезен. Именно вот парафин, он же создается из... Я думаю, его внутрь принимать. Из переработки нефти. Там вот это вот все через фильтр, и вот, пожалуйста, парафин, да. И когда он горит, свеча горит, все-таки это канцерогенно. Поэтому нежелательно. Сейчас все равно есть такая тенденция, что люди стремятся к экологичным продуктам. И вот, пожалуйста, пчелиный воск. В чем отличие от парафина? Допустим, горят дольше, копоти не оставляют, легкий запах такой медовый, ионизирует, вплоть до антибактериального. Ионизирует воздух, антибактериальный эффект, до 300 микроэлементов там. Если правильно растопить, можно их сохранить. Можно даже пожевать, если хорошо очищены и проверенная пасека. Я такой маленький секретик скажу, что вот все вот эти парафиновые свечи, которые с запахом, они когда горят, они не испускают этот запах. То есть он по факту есть, вот она как бы, Ну, я также вот сделала сейчас серию из соевого воска, тоже пробую. Но пчелиный воск, он самый идеальный. И по заливке, и как он себя ведет, и ничего добавлять не надо. Мне нравится, как в Татарстане способствует тому, чтобы сохранить традиции. Даже вот создаются вот все маркеты, очень много бесплатно, где можно поучаствовать. Фестивали сейчас молодежные, интересные. Вот, где не только, там еще и различные этногруппы собираются, поэтому все нравится. Пусть остается все так же, главное, чтобы все были здоровы. Это точно, да.